Зарплаты не платятся, задержки по зарплате по 2 месяца. Зарплаты мизерные, оклады по 14 тысяч. Упадок начался, я вам скажу. Как мы только перешли в Россию. До этого, до 2014 года, у нас никаких проблем не было. Наша продукция шла по всей Украине. Мы производили каждое третье яйцо. Это было наше. Был приказ Путина, что государственное предприятие должно процветать. Пришли так, в 1 год 5 директоров. Сами поймите, вот семья, да, и каждый раз кто-то будет меняться, свои права, свои потребности, свои интересы. А вокруг им не надо, потому что они чужие. Своих хороших специалистов вздыхались. Все идет на уничтожение, преднамеренное уничтожение. В наш совхоз пришли какие-то пришельцы, продали все. Курей за копейки, зерно за копейки. Поля стоят черные. Когда в это время коровы мычат, голодные. У нас стоит кукуруза, черная в поле, она не убиралась. В данный момент у нас молодое стадо кур. 60 тысяч поголовья. Продуктивность 2%. Птица кормится одной пшеницей, и то через раз. Никаких добавок. Никому не надо наша птица. И вот так вот загибает все у нас. Все пропало. Довели его до нуля. А с нуля поднимать у нас никто не хочет ничего. Только развал, полный развал. Целую неделю куры вообще ничего не ели. Яйцо упало, сегодня на моем птичнике было 0 яйца, а на птичнике у меня сидит поголовье 14,5 тысяч. Вот посчитайте, что 0%, а раньше давали они, у нас производительность была 97%, 96%, сейчас 0. Сегодня с цеха вывезли всего 4 пака яйца. Это вообще беспредел. Это какое-то вредительство, специально, наверное, делают, чтобы обанкротить уже полностью совхоз. Кукуруза на корню сгнила, 200 с чем-то гектар. Вот коровы голодные стояли, а кукурузу никто не убирал. Как будто это делается умышленно, чтобы совхоз завалить. Мы не покупаем семя. Мы не осеменяем уже 2 месяца. Телок 3 месяца не осеменяем. У нас нет ремонта. Уже считаем этот год, следующий год мы, запороли. А что такое не осеменить корову? Значит, она через 9 месяцев не растелится, значит, не будет молока. Здесь в совхозе работаю с 81 года. Всю жизнь проработала, считайте, всю жизнь. Теперь, оказывается, ферма не нужна. 300 человек просто на улице, не надо ни птицы, ни хозяйства, ни коров, ничего не надо. Я хочу просто попросить людей там, где они наверху, чтобы оставили наш совхоз, чтобы помогли нам кормами. Это самое главное, сохранить птицу, сохранить наши животные. И, пожалуйста, не нужно никуда их вывозить. Это наша работа, это наша жизнь. А у нас работать негде. Вот если еще птицу закроют, наши коровы везут, это уже все. Как люди будут жить? А жить просто-напросто, умирать, вымирать.